Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству страны пересмотреть подход к программе переселения из аварийного жилья в арктических районах. Теперь стоимость квадратного метра будет рассчитываться исходя из рыночной цены. А в случае не покупки, а ввода нового дома в рамках программы переселения, стоимость метра рассчитывается из объективной стоимости строительства. О том, что это будет значить для нашего региона, как повлияет на объем предоставляемого жилья, поговорим с нашими гостями. Это Евгений Афанасьев, первый заместитель министра строительства Якутии, и Игорь Алексеев, начальник отдела по реализации программ Министерства строительства Якутии. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вас, во-первых, поздравляю с повышением. Так получилось, что вот сегодня только у нас новость, мы уже успели поменять титр. Спасибо. Теперь первый заместитель. Ну вот с чего я начала, да, станет ли проще теперь работать с льготными категориями после вот этого решения? И как до этого рассчитывалась стоимость? То есть, я так понимаю, она была занижена. И Да. это определенные трудности создавало. У нас вообще при формировании программы переселения Министерством строительства в соответствии с утвержденной методикой бралось статистические данные именно в средние по республике, что существенно разнится с теми показателями, которые у нас на сегодняшний день реализуются в арктических и северных районах. То есть там дороже, естественно, это Да, все? естественно, это с учетом нашей транспортной логистики, нашей инфраструктуры, которая у нас там имеется, там стоимость квадратного метра намного выше, чем средняя по республике. При этом, если смотреть немного в статистику, да, те данные, которые предоставляются в статистику, они предоставляют после ввода жилья. То есть фактически после того, как они понесли свои затраты, и больший объем в статистику предоставляет именно после ввода жилья многоквартирно. Это в основном в городе Якутске. Соответственно, там учитываются только те затраты, которые учтены по городу Якутску, и при этом там указывается стоимость квадратного метра с учетом ввода жилья по долевому строительству, по черновой отделке. Соответственно, оно не учитывает вот эти показатели, поэтому... к тому же да, люди по программе переселения, они ведь получают по квартиры чистовой отделке. под ключ. Да, благодаря решению президента страны на сегодняшний день все это будет учитываться именно для арктических и северных районов, и средняя стоимость по арктическим зонам по республике будет учитываться при распределении средств Министерством строительства. Данная методика на сегодняшний день разрабатывается и должны внести в адрес правительства России в марте месяце. То есть, получается, будет больше желающих там, подрядчиков, да? Ну, что это вот по-простому? Ну, если перевести на простой язык о том, что на сегодняшний день, благодаря главе республики, мы на сегодняшний день так уже подходим дифференцированно к каждому муниципальному образованию. И мы уже учитываем вот эту разницу за счет средств республиканского бюджета. Но благодаря поддержке президента страны мы его будем компенсировать за счет федерального. за счет федерального бюджета. И, естественно, это даст возможность республике направить средства на другие русла, на увеличение площади приобретаемой строящейся, на создание инфраструктуры, на обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39. Можно отправить свой вопрос текстом в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну и, конечно, через наше мобильное приложение. Если у вас его нет, то отсканируйте QR-код, который вы видите на экране, скачайте приложение и в всплывающем окне задавайте свой вопрос. А много ли строится сейчас в Арктике? Какие там сейчас вот проекты? Я понимаю, что вот в Анабарском улусе, по-моему, довольно много жилья, да, было введено. Вот что там сейчас происходит? Так, ну у нас в целом по республике, как все знают, реализуется программа переселения из аварийного жилищного фонда. В целом объем равняется более 1 миллиона тысяч квадратных метров. То есть это причем самый большой объем из тех регионов. Да. Это 10% от всего аварийного жилья всей России. И в Арктическом районе у нас включены в эту программу 155 тысяч квадратных метров. Это, то есть 12 тысяч граждан проживают там в аварийном жилье. На сегодняшний день с 2020 года этот объем уже уменьшился. Мы расселили уже порядка 60 тысяч квадратов
Примерно половину. Да, примерно половину. И половину мы должны расселить до 1 сентября 2025 года. А для расселения вот этих квадратных метров аварийных построено уже 27 многоквартирных домов в разных районах, которые входят у нас в арктическую зону. И также на сегодняшний день планируется и строится более 30 домов. Но я так понимаю, что там действительно речь идет не о выкупе, а только о строительстве. Ну, разные механизмы у нас работают. У нас и есть механизм строительства, то есть людям передают жилое помещение, новое жилое помещение. Также есть механизм выкупа. Механизмом выкупа у нас расселено порядка 20 тысяч квадратных метров, то есть из 60. И люди сами выбирают, я Да, люди сами понимаю. выбирают, собственники сами выбирают. А нанимателям муниципального жилищного фонда только жилое помещение предоставляется. В том же муниципальном фонде, только в новом доме. А вот как там в Арктике дела обстоят с этим? То есть я так подозреваю, что многие предпочитают выкуп, чтобы приобрести жилье где-то не в Арктике. Или нет, или они остаются там. Ну, не то, что не в Арктике. Люди выбирают выплату возмещения, чтобы построить свой частный дом, в основном в арктических районах. У нас там развито вот индивидуальное жилищное строительство, и люди выбирают этот механизм. Но также люди выбирают и предоставление нового жилья. Они от него не отказываются, и строительство активно ведется. Ну, вот мы начали с того, что строительство в Арктике, оно дороже намного, да, а вот насколько оно вообще сложнее из-за перепадов температур, строительный сезон короче наверняка, да, чем в Якутске, и доставка стройматериалов, вот как вот эти вопросы? Да, действительно, строительство в Арктике у нас довольно-таки сложно, нежели у нас в центральной части Якутии. Во-первых, оно обусловлено сложной транспортной инфраструктурой, доставка строительных материалов. Есть у нас такие населенные пункты, где можно доставить строительный материал в период навигации. И, естественно, в период навигации теми путями, которые выстроены, река, море, река, если смотреть Нижнеколымский район, то в первый год реализации мы направляем материал, и к осени оно доставляется до самого населенного пункта. Поэтому и второй момент – это слабо развитая инфраструктура. То есть мы подразумеваем то, что не всегда там, где есть возможность строить, и наличие земельного участка подразумевает о том, что там имеются сети теплоснабжения, сети электроснабжения, но благодаря слаженной работе правительства на сегодняшний день вот эти проблемы решаются. Но тем не менее проблемы именно с ограниченными сроками реализации и строительства в северных и арктических районах на сегодняшний день принимаются ряд мер в зависимости от тех транспортных, логистических и от сроков реализации и от подходов муниципальных образований. Некоторые муниципальные образования трудодоступным принимают меры для того, чтобы строить быстровозводимые, больше уходя от мокрых работ, мокрых процессов. А что такое мокрая работа? Я не строитель, объясните, пожалуйста. Это что такое специфическое? Люди принимают решение о том, что они будут переселяться именно в те дома, которые будут построены из МХМ-панелей, из легких стальных конструкций, которые под собой подразумевают не каменное строительство монолитное, которое будет длиться довольно-таки долго и дорого, да, а быстрее уже будут расселяться с использованием новых технологий, новых механизмов и подходов. А почему оно мокрое называется? Мокрое имеется в виду, чтобы уйти больше от бетонных работ, которые зависят от сезонных работ, от бетонирования. Ага, то есть если нет бетона, то это мокрое называется? Нет, наоборот. Если есть бетон, это мокрое. Если есть бетон, да, который он должен застыть. То есть какой-то период, чтобы там сваи устоялись, чтобы застыло, понятно. То есть там какие-то новые технологии, материалы используются, да, я правильно понимаю? Да, МХМ-панели собой представляют стеновые панели готовые, которые доставляются до самого объекта и там уже монтируются. И там, где не требуется большее количество трудовых ресурсов, и с меньшими усилиями быстрее справляются, и объекты готовятся в довольно-таки короткие сроки. При этом организационно принято решение о том, что опережающая Фондом развития территории предоставляется заявка республики, и республика уже начинает реализовывать до самой реализации этапа. Соответственно,
реализация этапа 2024 года, он реализуется в соответствии с установленным законом в течение 2 лет, 2024-2025 года. При этом фонд дает возможность защитить заявку уже в 2023 году, чем мы пользуемся, да, и уже начать строить. И при этом, учитывая сложности доставки и стоимость строительных материалов, которые у нас на сегодняшний день, для северных и арктических районов по программе переселения мы предусматриваем авансирование в размере 70% для того, чтобы, в период действия автозимников доставить все строительные материалы до самого объекта. Чтобы начать строительство, собственно, в сезон успеть. А вот эти новые технологии, вот эти дома из панелей, они, насколько они долговечные, насколько они по сравнению с бетонными? По долговечности, как и все деревянные конструкции, они прослужат не менее 50 лет, но при этом они зарекомендовали себя в арктических районах. Такое довольно-таки у нас много строилось в Анабарском районе, сейчас в Аллаиховском районе строится. И, как показывает практика, мы восстанавливали именно, используя данную технологию после пожаров в горном районе Бескёли. Поэтому оно себя зарекомендовало и показывает только с лучшей стороны. Давайте подробнее о программе переселения из аварийного жилья поговорим. Ну, не только про Арктику, да, но вообще в целом. Жители 17-го квартала, я так понимаю, можно сказать, что большинство уже переехали? И сколько там осталось еще? При реализации программы переселения у нас руководствуемся 185-м федеральным законом, который гласит о том, что в действующую программу переселения включены дома, признанные аварийными с 12 по 17 год. Таких домов на 17-м квартале было 11. Их уже всех? Только 11, да. И их уже все в первых этапах реализации программы, то есть 19, 20, 21, их всех расселили. Сейчас там располагаются дома, которые признаны аварийными уже после 2017 года, которые, к сожалению, не могут войти в действующую региональную программу. Но, тем не менее, в конце 2023 года, в сентябре 2023 года, по поручению президента страны мы согласовываем сейчас дорожную карту по расселению всей аварийной площади якутской агломерации. То, что касается города Якутска. Касается города Якутска, да. Согласно этому поручению должны быть расселены все аварийные дома, признанные таковыми, к 1 сентября 2023 года. Но речь идет, получается, об аварийных домах, признанных таковыми до все равно опять какого-то периода. Да. Но к этому периоду у нас в городе Якутске в целом, не только в 17-м квартале, во всем городе признаны аварийными 927 домов. Это 415 тысяч квадратных метров, где проживают более 31 тысячи человек. Это очень большая цифра. И реализовать все это мы должны к 2030 году. То есть, это и есть дорожная карта, да, так называемая? Так называемая, да. Раньше, я, насколько помню, была такая проблема, что были дома, которые официально не признаны аварийными. То есть, действительно такое было, что условия ужасные, но официально аварийным дом не признан. Не знаю, или у жителей там не было денег на экспертизу, или что-то такое. Вот эта проблема, она у нас останется или нет? Эта проблема уже частично решена. Решением окружной администрации города Якутска в 2021, 2022, 2023 годах проведена большая работа с жильцами таких домов, которые пришли в негодность фактически, но согласно установленному законом порядку не признаны аварийными. Проведена работа, и люди написали обращение, некоторым помогли с этими экспертизами. Я так понимаю, там часть расходов на экспертизу на себя взяла администрация Якутска. И на сегодняшний день очень большая часть домов таких уже признана аварийными. И будут расселены по этой дорожной карте, которая предполагает к 30 году избавление от аварийного жилищного фонда. Но поскольку мы заговорили про 17-й квартал, логично, что заходит речь о микрорайоне Звездный, куда большинство жителей приехали жить
он уже растет как на глазах, да, вот насколько вообще вот это решение комплексной застройки себя зарекомендовало, ну, на примере Звездного того же, да, и какие-то подобные проекты в каких районах, может быть, есть? Ну, если говорить о комплексном развитии территории, то микрорайон Звездный в воинской части — это только начало реализации, а сейчас идет реализация самого квартала и в том числе строительство сектора С. И, в общем, если говорить по микрорайону Звездный, там должно быть построено 260 тысяч квадратных метров жилья, где должно проживать порядка 11 тысяч граждан. Квартал внутри себя представляет полностью обеспеченной социальной инфраструктурой. Школа, садик. Да, у нас планируется там строительство школы на 990 мест, начало строительства детского садика на 315 мест сразу в том же микрорайоне и поликлиники на 600 мест. Комплексный подход, он позволяет решить проблему сразу с развитием инфраструктуры социальной, полностью там будет благоустройство и строительство улично-дорожной сети. На все эти мероприятия на сегодняшний день предоставляются инфраструктурные бюджетные кредиты республики благодаря решениям правительства Российской Федерации, президента страны, благодаря которым у нас на сегодняшний день идет комплексная реализация проектов. Если говорить про другие муниципальные образования, то у нас в Нерюнгринском районе реализуется такой же масштабный инвестиционный проект «Квартал Р», где у нас планируется строительство не только в рамках программы переселений, но и частично за счет промышленных предприятий. Это совместно с Колмаром, да? Да, совместно с Колмаром, соответственно, они для своих сотрудников там строят жилье. А вот у меня еще такой вопрос. При расчете количества мест вот в школе, в садике, там какая методика применяется? Потому что, ну вот тот же, на примере того же 203-го квартала, да, мы видим, что 203-го квартала, мы видим, что вроде бы все рассчитано, вроде бы построена школа, построен садик, но в то же время не учитывается то, что в новостройки переезжают молодые семьи, у них больше детей, и, соответственно, нужно больше мест в школах и в садиках. Если смотреть градостроительные нормы, то там уже учитываются в зависимости от количества населения. Насколько, если не ошибаюсь, на 1000 населения порядка 180 ученических мест должно быть. И с учетом тех мощностей у нас планируются и проектируются объекты образования. Ну, понятно, и при этом необходимо учесть о том, что на сегодняшний день новые объекты, которые строятся, они уже физически позволяют размещать намного большее количество детей. Ну, потому что это крупные школы. Потому что новые строительные нормы и правила позволяют на сегодняшний день строить довольно-таки комфортные и благоприятные условия для ведения образовательной деятельности. Но, тем не менее, наверное, надо как-то эти нормы немножко пересматривать, в том смысле, что понятно, что на количество людей определенное количество школ, но вот как мы на примере Якутска сейчас видим, допустим, в центре уже со школами все нормально, а вот где больше молодых семей, там, конечно, детей больше. Да, естественно, есть такое. Если преобладающая часть населения, которое там в том или ином микрорайоне проживает, многодетная, естественно, это будет немного отличаться от тех статистических данных и тех норм, которые у нас уже заложены. Ну, раз мы заговорили про молодые семьи, да, у нас сегодня в республике действует много программ социальных для молодых семей. Вот давайте про них подробнее. Я предлагаю начать с дальневосточной ипотеки. Да? Тем более, что не так давно президент нашей страны Владимир Владимирович Путин сказал, что максимальная сумма будет увеличена до 9 миллионов рублей. Вот насколько такое решение повлияло на возможности? Да, действительно, очень хорошее решение, которое на сегодняшний день позволяет нашим молодым семьям, которые, используя дальневосточную ипотеку, те льготные программы, приобретают и улучшают свои жилищные условия. И при этом сумма увеличена до 9 миллионов, при этом они приобретают жилую площадь более 60 квадратных метров. То есть они сейчас не ограничены средствами.
и позволяется им приобретать больше площади, больше возможностей для того, чтобы обеспечить семью в полном достатке. У меня есть вопрос от зрителя из Жиганского района. Село Бестях. В рамках инвестиционной программы строится квартальная котельная частной компании. Она не является опасно-производственным объектом, строится в рамках населенного пункта. Источником финансирования являются средства предприятия без бюджетных средств. И для реализации программы по ветхому жилью стоит вопрос предоставления этих условий на тепло и водоснабжение для прохождения ПСД и госэкспертизы. И вот вопрос, необходимо ли для строительства котельной проходить экологическую экспертизу? У нас реализация концессионных соглашений в части жилищно-коммунальных услуг, оно в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, но при этом те объекты, которые реализуются, они обязательно прохождение государственной экспертизы и отвечать всем строительным нормам и правилам, и в том числе и экологическим. Поэтому те объекты, которые строятся и эксплуатируются по всей республике и вообще в стране, они всегда отвечают, и все это соблюдается, и требования, оно контролируется. Возвращаясь к дальневосточной ипотеке, вот это вот решение увеличить максимальную сумму до 9 миллионов, оно на рынке жилья отразится как-то? То есть люди переживают, что цена на жилье увеличится. Для того, чтобы вообще сдерживать рост стоимости квадратного метра, мы максимально стараемся увеличить предложение на первичном рынке жилья. Соответственно, для этого принимается решение о комплексном развитии территории. Это тот же пример воинской части, комплексное развитие микрорайонный спортивный, где включает 7 кварталов, в том числе так называемый 17-й квартал, который позволит увеличить предложение на первичном рынке, который должен сбалансировать стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке. Увеличение стоимости и вообще ввод в действие наших льготных программ, оно простимулировало развитие жилищного строительства, что наглядно показывает по итогам 2023 года у нас установлен рекорд по вводу жилья. И у нас перевыполнение идет по показателям индивидуального жилищного строительства, что подразумевает собой, все наши граждане в основном пользуются данной льготной программой для того, чтобы по большей части строить индивидуальное жилищное строительство. И увеличение суммы, он позволит им реализовать еще больше в полной мере свои возможности. Но вот эти рекордные 705 тысяч, если я не ошибаюсь, жилья, которые были введены за 2023 год, они в себя включают и индивидуальное жилищное строительство тоже, да? Да. А вообще, насколько, как много людей хотят пользоваться именно строить свои дома? Как показывает практика, большинство людей, конечно, все-таки склонны к приобретению квартиры, но при этом немаловажная часть, оно все равно ориентировано на индивидуальное жилищное строительство, которое возросло вперед еще в пандемии. Люди начали искать свои частные дома и находить пути решения, используя наши имеющиеся льготные программы. Не только дальневосточная ипотека, но и есть ряд других мероприятий, которые реализуются на сегодняшний день. Это такие мероприятия, как обеспечение жильем молодых семей. По итогам прошлого года мы обеспечили жильем 360 молодых семей, которым предоставлены сертификаты на улучшение жилищных условий. 98 семей улучшили свои жилищные условия. Это многодетные семьи, имеющие 5 и более детей. Также у нас имеется социальная поддержка на улучшение жилищных условий многодетным семьям, имеющим 10 и более детей. В прошлом году 3 семьям выплачено порядка 28 миллионов на улучшение жилищных условий. Используя такие программы, у нас люди, свыше 1000 граждан в прошлом году улучшили свои жилищные условия. Это только по социальным выплатам. Плюс к нему еще и ипотечные продукты, которые на сегодняшний день действуют. Помимо дальневосточной ипотеки, у нас на сегодняшний день действует семейная ипотека. Семейная ипотека, он позволяет людям, которые родили 2 и более детей, предоставлять ипотечные продукты
5,6% соответственно. Также имеется довольно-таки хорошая То есть там программа. ограничений по возрасту нет, как в Да. дальневосточной ипотеке? Есть программа по сельской ипотеке, она довольно-таки очень хорошая, до 5 миллионов, первоначальный взнос порядка 10%, который намного лояльнее, чем дальневосточная ипотека. При этом он предоставляется до 25 лет, при этом последний платеж можно и в 75 лет. То есть ограничение до 50 лет можно взять, или даже до 60, при этом у тебя кредит будет до 15 лет, которые имеющиеся продукты пользуются спросом и дают возможность людям строиться и приобретать жилье по всей республике. Это именно сельская программа, вот Да, последняя, да. о чем вы говорите. А вот насколько это помогает закрепить жителей в селе, в сельской местности? На сегодняшний день закрепление граждан в сельской местности это не только зависит от самого жилья, которое построено, да, но и развитие социальной инфраструктуры. В рамках комплексного развития сельских территорий у нас реализуются проекты, это строительство школ, садов в населенных пунктах, где мы строим новые объекты, благодаря которым людям предоставляется возможность получить образование в соответствующих условиях, в соответствии со всеми образовательными стандартами и нормами. Вот недавно ввели школу 30 января в селе Мындагай на 120 мест Чурапчинского улуса, благодаря данной программе, которая опять-таки позволяет гражданам закрепиться в тех или иных местах. Ну и, наверное, приход интернета тоже влияет. То есть у нас вот интернет сейчас в практику приходит, да, постепенно. Наверное, больше становится желающих остаться, когда быстрый интернет. Некоторые регионы России предоставляют земельные участки в качестве поддержки участников специальной военной операции. А вот у нас такое планируется? И какие варианты сейчас есть для участников СВО, для их семей? Для участников специальной военной операции по направлению Министерства строительства предоставляется ряд поддержки и льготных направлений. На сегодняшний день по тем мероприятиям, которые мы предоставляем, это предоставление семьям, имеющим 5 и более детей. При достижении 23-летнего возраста ребенок исключается из нормы расчета. Если и это участник специальной военной операции, то мы его будем учитывать при предоставлении субсидий. Также у нас сейчас рассматривается ряд возможных мер поддержки и направленное предложение в адрес Министерства строительства Российской Федерации, потому что некоторые меры у нас предоставляются именно с участием средств федерального бюджета, это обеспечение жильем молодых семей, где мы предлагаем молодым семьям, из членов семьи, если принимают участие в специальной военной операции, в неочередном порядке предоставлять возможность получения данной услуги. Но оно рассматривается на уровне правительства Российской Федерации и будет сообщено дополнительно. По нашим мероприятиям, если смотреть детей-сирот, то у нас есть, с прошлого года введены механизмы, это предоставление сертификатов детям-сиротам, достигшим 23 лет и доказавшие свою дееспособность. То есть они не должны иметь судимости, должны иметь работу постоянную, с опытом не менее 1 года, после которого только может предоставлено, после рассмотрения комиссии, предоставлен сертификат. Для участников специальной военной операции сейчас рассматриваются варианты для уменьшения данных ограничений. Да, что касается детей-сирот, если я не ошибаюсь, то тоже в прошлом году вот это обеспечение жильем закрыли вопрос, который долго стоял. Вот именно те дети-сироты, которые долго стояли в очереди, они все жилье получили. Если говорить вообще о детях-сиротах, то их у нас достаточно много. И в прошлом году выделено 1 300 000 свыше 1 300 000 000 рублей для обеспечения жильем детей-сирот. И в том числе частичное обеспечение за счет сертификатов. Но если говорить о том, что полностью ликвидировать, нет, у нас планов работы довольно-таки много, и в этом году мы продолжаем работать.
Но в этом году нас ждет всех большое яркое спортивное событие, долгожданное. Дети Азии наконец-то пройдут в Якутске, да, после длительного перерыва. Все ждем с нетерпением. И, ну, и прекрасно понимаем, что эти мероприятия дают возможность для развития спорта, строятся спортивные объекты всегда к детям Азии. Вот расскажите, что у нас будет. Что вообще строительство спортивных объектов у нас? Да, если говорить про строительство, то у нас в микрорайоне Сайсара, в 77-м квартале города Якутска, строится многофункциональный спортивный комплекс. Контракт заключен городом Якутском заказчиком под ключ и проектирование, и строительство. Данный объект на сегодняшний день строительная готовность составляет свыше 60%. Тепло в здании запущено, работы в полном ходом идут, и работы идут в соответствии с графиком. Объект повышенного контроля со сроками исполнения до конца мая. Мы уверены, что объект сдадим вовремя и введем в эксплуатацию. Помимо этого... Он с бассейном будет же, да? Многофункциональный. Сейчас не готов ответить. Вот это я слышала, что с бассейном. Что в Сайсарах появится бассейн. Помимо этого у нас имеется довольно-таки много спортивных объектов республиканского значения. Это 9 спортивных объектов, которые у нас в центре Якутска находятся. Тот же плавательный бассейн «Самородок», тот же плавательный бассейн «Чолбон», спортивный комплекс «Модун», «Дахсун», «Триумф», стадион «Туймада», спортивный комплекс «50 лет Победы». На все эти объекты у нас предусмотрены деньги для проведения капитального ремонта. Предусмотрены суммы небольшие, но немалые, свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Также предусмотрено у нас средства на проведение капитального ремонта объектов образования. Это общежития и интернаты для размещения гостей и участников самого мероприятия. По проведению ремонтов общежитий у нас полностью на сегодняшний день завершены. По ремонту спортивных объектов они на сегодняшний день продолжаются, 9 объектов, и они будут завершены тоже в мае месяце. Теперь давайте про социальные объекты. Ну вот недавно, опять же, президент открыл торжественно, значит, онкологический центр, кардиоцентр у нас введен. Ну вот, про школы и сады что планируется в ближайшее время? Ну, если говорить про строительство школ и садов, оно осуществляется в рамках национальных проектов, национальный проект образования. Реализация детского садика у нас осуществляется в рамках комплексного развития сельских территорий с участием средств федерального бюджета, в рамках общереспубликанского движения добрых дел и концессионных соглашений республики. Если говорить по школам, то у нас с участием средств федерального бюджета на сегодняшний день строятся такие крупные объекты, как школа 990, это в микрорайоне ДСК, школа в Жатае строится, и также у нас строится адаптивный центр образования на 550 мест, школьных мест с интернатом и с объектом по дошкольному образованию. Кроме того, у нас строятся такие объекты крупные тоже в районах. Это в Сунтаре на 450 мест, в Намском районе, в селе Намцы на 450 мест. И в сельской местности самый большой крупный объект, наверное, это школа на 450 мест с интернатом на 100 мест в селе Тыккёль Татинского района. Ну и буквально у нас пара минут до конца эфира остается. Вот у меня последний вопрос. Правительство России утвердило долгосрочные планы комплексного социального и экономического развития 16 городов, ну, дальневосточных, в том числе, значит, 2 города из Якутии, Якутска и Нерюнгри. Это вот мастер-планы, да? Да, это мастер-планы города Якутска и города Нерюнгри, в рамках которого реализуются все наши стратегические проекты и планы по данным мероприятиям, в рамках которого как раз-таки мы разрабатываем на сегодняшний день совместно с Минстроем России по расселению из аварийного жилья, признанных в установленном порядке до 1 сентября 2023 года. Также проект предусматривает реализацию многих крупных проектов в нашей республике. Это кинопавильон в Якутске? Да, с полным циклом кинопавильон. Высшая школа музыки планируется строить. Суперкампус
много крупных объектов, которые мы планируем. Все это попало в указ президента страны, и оно будет реализовано за счет средств федерального бюджета. Финансирование вот этих объектов за счет средств федерального бюджета позволит нам, республике, высвободить средства республики и направить еще на развитие сельских территорий. Ну, здорово. Ну что, спасибо вам за беседу. Желаю успехов в работе вашей, в развитии проектов, в строительстве на благо Якутии. Спасибо большое. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.